Стрим да уркты, харкты. Би опять индирет, иньмарт дирет. Суават, хуават, тигет. Тр вагончик со. Я выживаю нам. Де умтха. Умтхым бархым. Тигет. Муно стрим да гарат. Танте нигза хорулдот. Тигет. Так, блин. Опа. Будет держаться, не? Блин, капец. Не держится. Ладно, так. Альтехнар ябахым. Бимуно. Байк онот тигет. Байк деры. Я живая нам. Тимы. Юман бол живая, на. Зе оркты стрим да харкты. Комментарий нут бышикты. Так, можно ли... Так, аккурат. Я тут раз, блин, уронил телефон. Чуть это. Ну, все равно хреново видно, темно. Бимоно юм мини. Эмок мини. В деревню, короче. Гейрет НДВН. Опа. Так, ладно, все-таки лучше пешком идти. То так можно упасть. Захорлдот. Вон там остановка. Трибудлдо, что ты хуат тигет. Тантай хорлд хып. Опа. Автобусный будл. Запомнил Монголии, пока был. Как на бурятском-то будет? Опа. Ну, Монголия, автобусный будл. Охренеть, это что, снег, что ли? Сейчас смотрите. Или... нет, походу не снег. Или снег. СМБ, ну... ЗНД за хугат тигет. За стрим. Как лучше сидит. Вот так, что ли? Ну ладно. Ай, бля, холодно. Зен худут. Стрим да оркты. О, хушун там хун хаживен. Зе хилли. Зе же. Фух, долго, наверное, не буду сидеть, потому что я сейчас на велике шпарил. Проехал. 20 километров проехал, короче. Еще на 1 километр остался. Тигетло я слез и это. Короче, специально, чтобы стрим вести, слез. Зе. Смотрите, мно юмбало. Получается, вот это вот событие, которое произошло, да, в овальном кабинете с Зеленским, с этим событием, то, что Сэн, 안녕하세요, хана шош, НДВНом мини, юнг, эмоксо. Короче, в деревне я, грубо говоря. Сейчас вагончик свой пойду спать. Дома был и приехал в свой вагончик. Пока вагончики будут тусоваться. Ладно. Вот мой байк. Модный такой. Просто я хотел на автобусе поехать, но там, короче, немножко заморосил. И, короче, не получилось у меня нормально уехать. И в итоге 21 километр на велосипеде шагнул. Такая история. Так. В общем, смотрите, худут. Что произошло, да?
А то, что напрямую касается нас, и мы рассмотрим. Вообще, для начала давайте я очень хороший комментарий зачитаю. Хорошо, что у меня два телефона все-таки. Так, а где телефон? Вот. Сейчас. Так, тут хороший комментарий мне написали, мне понравился. Так, смотрите. Читаю комментарий. За всеми действиями на уровне государств, как правило, лежат экономические интересы и потребности. Да, это точно. Исходя из этого, можно заметить, что США во многом не то что нуждалась, а пользовалась дешевизной российских ресурсов, то есть пользовалась глупостью и жадностью верхушки России, которая попросту разбазаривала ресурсы страны. Вот я совершенно согласен с этим. Таким образом, схема такая, что США относились к России как к колонии, и это ее устраивало. То есть это устраивало Россию. Теперь же, в связи с войной, все карты спутаны, и США больше не получают дармового сырья, и это стало причиной огромного госдолга. Трамп – один из тех, кто получал дивиденды от спекуляции российским сырьем и капиталом. Уолл-стрит трясет уже второй год, и надо было что-то срочно с этим делать. Трамп хитрый игрок, и все стрелки переводит на демократов, не уставая повторять, что они во всем виноваты, и в развязывании войны в том числе. Мол, при нем этого не было бы. Подобно Голохвастову Гоголе «Срочно жениться». В роли Голохвастова выступает Маск, чувак по уши в долгах, пускающий пыль в глаза, так же, как и Трамп. Вообще, они хотят... Так, слышно, да? То машина проехала. Так, где там? Вообще они хотят отремонтировать прежнюю схему, которая их устраивала, когда Россия была в роли сырьевого придатка, по сути, колонизированной страной. А еще истина в том, что вся схема в конечном итоге строится на угнетении коренных народов и воровстве их недр, то есть на нас с вами. Потому что, как бы, кому нахрен нужна Рашка без наших ресурсов, согласитесь? Это же самое главное, что в Рашке есть. И что, народ, что ли, русский нужен? Нет, конечно, только ресурсы нужны, и все. Еще раз вот это прочитаю. А еще истина в том, что вся схема в конечном итоге строится на угнетении коренных народов и воровстве их недр. То есть на наших народах буряты, саха, тувинцы, калмыки, ну и все остальные народы, в общем так. Ленд-лиз, ведь если вспомнить Вторую мировую, то ленд-лиз оплачивался советами чистым золотом, а золото, понятное дело, добывалось и добывается на наших землях. Русская метрополия всегда выступала в качестве посредника, по сути, сырьевым оптовиком, а конечным потребителем и получателем основной прибыли остаются США. В этом и секрет, почему США всегда спасают Россию. Если та распадается, то дело надо будет иметь со множеством независимых субъектов, которые могут быть не столь сговорчивы, не столь глупы, жадны, как русские. Ибо у всех будут свои центробежные тяготения. У кого-то Китай, у кого-то Турция и ЕС. Поменяется вся геополитическая карта. А нужно ли это США, если она могла бы иметь дело с одним придурком Ельциным, Путиным и тому подобное? Как говорится, ему в 3 короба наврешь и делаешь с ним что хошь. А тут объявится куча Зеленских, которые и в грош их не будут ставить, зная, что те зависимы от них, от их ресурсов редкоземельных металлов. Вот такие вот дела идут. Поэтому, смотрите, действительно, на самом деле, получается как? Еще в 23-м году Рашка могла бы давным-давно проиграть, и Украина бы отбилась, но вмешалась США, перестали поставлять оружие на целых 6 месяцев, остановка была, и поэтому они, получается, на тот момент спасли. Но уже сама Украина начала как бы чувствовать себя очень плохо, тяжело, да, и, как сказать, Байден вынужден был в результате, видимо, вот этих всех политических дел восстановить поставки вооружения. И сейчас Трамп, ну, честно говоря, он действительно какой-то, видимо, настолько там дела плохие стали, что ли, США или что ли. Ну, как-то слишком он грубо играет, что это становится очевидным вообще для всех, даже для профанов вообще. То есть до этого, как бы сказать, все думали, а чего, почему там Украину так не поддерживают или еще что-то. То есть то, что сейчас происходит, это уже становится, ну, просто, ну, слишком очевидно. То есть, ну, все понятно становится, как оно и есть. И становится очевидно, почему наши народы до сих пор все находятся в заложниках у русских, да, у русского режима. И все это потому, что на самом деле все наши ресурсы
просто тупо разбазариваются. На самом деле, конечно, Москва никогда не считала нас какими-то своими, не считала, что это, как сказать, ну, относилась просто нам как к ресурсу. Это же очевидно. То есть они нас на войну бросают, устраивают там зону тотальной нищеты, бесправия, вообще невозможности там никак не заработать, не подняться. То есть мы для них, наши все народы, ну и вместе с теми русскими, которые там проживают, ну, хотя чуть-чуть русские, конечно, повыше нас там, ну, для Москвы, но все равно это просто, знаете, какие-то отщепенцы. То есть их на самом деле интересует вот все, что в пределах там этого, какого там, Садового кольца, да, то есть вот Москва все устраивает, лишь бы там восстания не было, а остальное есть тупая вот эта Росгвардия, какой-нибудь ФСБ, которым там кинешь чуть денег, они там готовы друг друга рвать, хотя, ну, это Росгвардия, это же наши, получается. Просто набрали дуболомов тупых, которые свой же народ готовы за копеечку, чуть-чуть им больше платят, все, они готовы свой же народ рвать, уничтожать, убивать. А, И меня там или еще каких-то людей записывать там, не знаю, в какие-нибудь инагенты, предатели там или еще что-то, которые, наоборот, говорят правду. Вот такая вот печальная история. А на самом деле в этом всем заинтересованы, конечно, другие страны. Ну, то есть, на самом деле, Россия как была подстилкой, да, как была сырьевым придатком, так она и остается. То Европы, то США, то Китая. Короче, кто поманит пряником, к тому рашка и бежит. И США, я так думаю, не просто так на самом деле. Вот я тоже, помните, стримы-то все вел и удивлялся, почему все время США именно спасает Рашку. Ну, хотя, знаете, мне кажется, не совсем там были интересы какие-то. Хотя мы тоже все истории-то не знаем. Смотрите, ну, индустриализацию США, которую якобы Сталин делал, конечно, делали они не бесплатно, тоже золотом платили. Наверное, все-таки какие-то долговые обязательства были у Рашки за спасение от голода, там, от всего этого, да. И смотрите, как в этой ситуации все интересно произошло. То есть Зеленский публично отказался, ну, вообще терпеть вот такой вот тон Трампа и этого Венса, и отказался по факту разбазаривать свои, получается, природные ресурсы, ну и даже все это ушел, громко хлопнув дверью, да, и весь мир его теперь поддерживает, там в центре Нью-Йорка огромный флаг украинский несут, многие американские звезды поддерживают Украину, даже, получается, церемония Оскара открылась со слов «Glory Ukraine», «Слава Украине». Получается, все, наоборот, вспомнили про то, что там война идет в Украине, и оказывает ей всяческую поддержку. А Трамп, наоборот, оказался в идиотском положении вообще. Смотрите, как себя Путин в этой стороне, в этой, как сказать, ситуации повел. Он-то, наоборот, сразу, то есть, ну, он же, как сказать, у русского народа ничего не будет спрашивать, тем более у наших народов. Он базарит сразу. Забирайте все природные ресурсы, какие хотите, хоть все заберите, лишь бы, как сказать, помогли мне наконец-то победить Украину. То есть он, понятное дело, почему он согласился на все на это, потому что он никак не может с Украиной это дело закончить, и там жестокий экономический кризис маячит впереди, то есть об этом всем все экономисты говорят, и печально, знаете, в этой всей истории только то, что получается именно США, к сожалению, США не хотят распада Рашки, то есть даже Европа, я думаю, готова, но западная в меньшей, конечно, степени готова, там, допустим, Великобритания, Германия, Франция. Даже просто так получилось, с некоторыми рядовыми немцами пообщался, пока в Монголии был. Они как бы, знаете, так, типа, ну, к этому не очень расположены. А вот восточная, получается, Европа, они-то, конечно, хотели бы, потому что они сами были под оккупацией, они понимают все прекрасно, что ничего страшного не случится с Рашкой, со всеми этими вещами. На самом деле, знаете, я думаю, все это на самом-то деле вранье про то, что вот ядерное оружие попадет не в те руки и так далее. Все дело только в ресурсах, все дело в деньгах. То, что, понимаете, пока мы в таком порабощенном положении находимся, наши ресурсы, получается, ну, все, кто хочет, все, кому не лень, по дешману вообще
То есть, смотрите, вот в Китай то, что наш лес поступает, но он же там совсем по супер нищенской цене поступает. Там в рублях, да, его продают. А туда он дальше уже идет в Европу, в другие страны, он уже идет, получается, в долларах, в тысячах долларов. То есть, понимаете, и это со всеми ресурсами так. Все по самому, как сказать, бросовым ценам. Ну, русские продают, потому что им пофигу вообще на все на наши ресурсы. Им лишь бы, как сказать, сейчас в моменте все наворовать, разворовать и так далее. А завтра хоть, как сказать, как там, трава не расти, или как там говорится. Я забыл, короче. Поэтому им абсолютно наплевать на будущее, что будет. Главное сегодня разворовать ресурсы, пропить, где-нибудь в канаве упасть, проблеваться еще туда, и все. И пофигу остальное. А нашим народам, к сожалению, которые еще ходят на войну, за русский мир воевать, это вообще, как сказать, сидят, тупят еще что-то, верят в какую-то там дружбу народов и так далее. Никогда это не было дружбы народов, все это вранье было, спекуляция. И еще, знаете, вот при том, что именно они нас грабят, за копейки все это продают, они еще нам внушают, вот, якобы Запад нападет. Да вы посмотрите на этого вашего Путина, да, который вот что Путин, что Ельцин, да что все вообще, что Сталин, да, все они продавали эти ресурсы задарма, что и там этот Николай, и кто там, все цари эти. То есть они никогда не отличались каким-то, как сказать, бережливостью или еще чем-то. То есть им просто было пофигу всегда. Это слишком далеко, Сибирь какая-то, какие-то там народы, да вообще наплевать на них. Просто скажем им, типа, как сказать, вот мы вас как будто бы ценим, да, а на самом-то деле нет, конечно. Неужели мы бы так жили бы, вот как наша Бурятия живет? Неужели бы по всему миру расползались бы все наши, как сказать, народы в поисках там заработка или еще как чего-то там? Поэтому печально то, что, понимаете, США опять, получается, спасает Рашку. И видите, она бы развалилась, получается, еще. Я не удивлюсь, если именно США надавили на этого, как его там, как этот восстание-то поднял, лысый такой. Блин, у меня память вообще что-то плохая в последнее время. Ну, видите, я еще это редко стал выходить в стримы, редко стал Пригожин, вот, редко стал этим заниматься, поэтому, как сказать, отвыкаешь на самом деле даже стримы-то вести. Вот такие вот дела. То есть бунт Пригожина, наверное, остановили все-таки Штаты. И сейчас они пытаются всеми способами остановить войну и, как сказать, дать выдохнуть Рашке наконец-то, потому что все понимают, даже Трамп же это говорил, если еще чуть-чуть, и Рашке все, конец. То есть мы уже не сможем никак вытащить вас из этой жопы, куда вы катитесь. Путин тоже все это понимает, и, как сказать, руководство тоже Рашки понимает, что они... И сейчас Путин, конечно, он взмолился, он просто на коленях стоит и просто молит, чтобы ему как-то помогли завоевать Украину, помогли отстранить Зеленского. Видите, у них Зеленский, получается, как кость в горле стал, и никто ничего не может сделать. Еще и они настроили, получается, все это, весь этот Евросоюз, именно, как сказать, сплотились они вокруг Зеленского теперь, получается. То есть все вообще пошло, короче, не по плану, да, что-то хотели, как сказать, как лучше получилось, как всегда. Вот такие вот дела. Ну, это, конечно, знаете, крайне было убогое шоу вот этого, да, то, что с Трампом, с Венсом, со всеми этими делами. И если говорить о будущем всех наших республик, могу сказать, что на самом деле то, что у нас сейчас, даже нашей Бурятии, да, все-таки имея, ну, 400 тысяч населения, мы не имеем на самом деле эффективных организаций, которые бы боролись. Ну, посмотрите на вот эти организации, что они вообще делают, да, ну, включая даже и мою. Ну, на самом деле, ну, я могу сказать, вот, к сожалению, у меня просто нет ни ресурсов, ничего, но я сейчас над этим вопросом думаю, решаю, как с этим быть. Просто насколько печальном мы положении сами находимся, то, что наша, получается, вот эта вот недоэлита, да, вот эти Матхановы и так далее, все эти, как их там, богачи, как это там, ну, короче, все они служат, на самом деле, русскому режиму, все они продались, духовенство тоже, как сказать, смотрите, вот я что понял,
в будущем на религию деньги вообще тратить не будем. Ну, смысл, да, вот эти все богачи тратили на дацаны, там, на всякие организации, да, там, шаманские, ну, неважно, да, на духовенство. А какой смысл-то? Понастроили дацанов, всех организаций понастроили, и что толку? Народ у нас пачками идет, умирает на войне. И что, где они? Они должны были выступить все, да, там, ламы, не знаю, шаманы и сказать там, нет, мы там против войны и так далее. Но ничего этого не произошло, к сожалению. Наоборот, они, идите за русский мир воюйте. А какой смысл умирать нашим? И причем идет же разбазаривание всех наших земель в прямом смысле. И народ убивает, и все природные ресурсы выкачиваются. Нашего народа просто будущего не будет. Куда... как сказать, у них вообще в голове-то есть, они неужели верят во всю эту пропаганду? Мне кажется, у них просто уже пути назад нету, и они, типа, вот действительно верят. И сейчас-то они вообще, хоть сейчас они вопросом задаются, вот эти вот все ламы и так далее, то, что когда Путин говорит, вот, приходите, забирайте наши природные ресурсы, Америка, качайте сколько угодно, да, и я понимаю, что, конечно, основное население, они просто тупые, тупицы, то есть им 30 лет внушали, что вот якобы США враг и так далее. А на самом деле США никогда врагом-то и не было. Это только все использовалось для риторики, для, как сказать, для пропаганды. На самом деле они им просто были сырьевым придатком и Европы, и США, ну и Китая. Но сейчас больше, как сказать, Китай на себя взял, получается, эту роль. Они даже до того охренели, что им даже газ не нужен, получается. Они, как сказать, этот, как его там, Силу Сибири-2 же не хотят строить. Даже им бесплатно отдают газ, они и то его не берут. Типа, ай, нахер вас. У нас и так хватает. Ну, лес они остальное все берут, конечно, все задарма тоже, за копейки вообще, по бросовым ценам. Вот такие вот дела. И неужели вот эти вот... Просто, понимаете, это настолько взяли мелких несчастных людей, которых подкупили, ну, дали им там квартирку, несколько миллионов подкинули, там, может, 100 миллионов, и все. Они вот так вот легли, типа, все, имейте нас, имейте весь там бурятский народ, кого хотите, да, получается вот так вот. И получается, смотрите, в каком мы униженном, несчастном положении наш весь бурятский народ находится и другие народы, когда, смотрите, вот, у нас даже нет нормальных никаких организаций. Нет, мы даже не можем там студию себе сделать или еще что-то. Там, не говоря уже какой-то отряд там боевой создать или еще что-то. Мы вообще в таком несчастном на самом деле положении находимся. У нас ни ресурсов, ничего нету. Вынуждены работать там или еще что-то делать. То есть как здесь можно говорить о какой-то достойной борьбе, там, хотя бы просвещении каком-то достойном, когда мы в таком вообще вот понимаете, в таком несчастном положении находимся, это просто пипец. Это потом, когда воспоминания, как сказать, я буду или еще кто-то там делать, я буду говорить, ну, смотрите, когда такие тяжелые времена были, но мы были в очень печальном положении, что у нас, ну, к сожалению, не было поддержки там или еще чего-то. Вот эта вся наша элита, она просто, ну, не до элиты, служила русскому режиму, все они были предателями. Никто нам не помогал, ничего не делали, и вот как-то удавалось только стримы вести или еще что-то делать. Ну, на самом деле вот так вот получается. И еще кто-то, знаете, там сидит, видим, в Бурятии и думает, что я там предатель или еще что-то. Я не знаю, как сказать. Сидят какие-то зашоренные вообще или еще что-то. Вообще, ну, как сказать, насколько можно быть такими тупыми просто баранами, как сказать. Им 30 лет внушали, что вот якобы борются да какой 30? Все 100 лет, да еще 70 лет же при Совке было все это, да. 100 лет им внушали, вот Америка плохая, капиталисты, все хотят захватить Рашку, да, всех захотят разделить ее, все ресурсы вывести. А Путин тут такой, как ни в чем не бывало, да, такой говорит, да, пожалуйста, американцы, заходите, лишь бы нас, спасите нас от Украины, от проигрыша, от экономического кризиса. И начали там все вранье про то, что там, типа, как сказать, типа будут иностранные как организации заходить, продавать, там что-то, какое-то вранье пишут, что Toyota решила. Какой баран после того, что там произошло, после того, как они, получается, национализировали организации и так далее. Кто будет заходить? Это что, случилось первый раз, что ли? Это постоянно, периодически происходит.
НЭП там и так далее. То есть постоянно с Рашкой никто на самом деле дела не иметь не хочет, потому что они не умеют держать слово просто. Это ненадежные партнеры, они, как сказать, что-то обещают и так далее. Но на самом деле потом власть меняется и все у них отбирают, этих выгоняет иностранных инвесторов и так далее, или там в тюрьму даже садят. Какой баран, даже это 100 лет не прошло, там 30 лет не прошло, и вот такая вот история произошла. А в 90-х-то как бегали на коленях, ползали, ой, придите к нам, спасите, у нас ничего нету, дефицит и так далее. А сейчас, видите, чуть-чуть даже жирка не накопили, чуть-чуть, как сказать, ложку съели супа, и уже все такие сразу. Ой, нам ничего не надо, все, мы сейчас у вас все отберем. И кто после этого, какой нормальный человек вообще захочет с Рашкой работать, когда это вообще непредсказуемые люди? Такие вот дела. Так что все это вранье. И сейчас, как сказать, ну, Трамп тоже какой-то дурень, пытается Европу нагнуть. Но посмотрим, что у него в итоге получится. Там тоже, в общем-то, сила есть. И если уж он так хочет разругаться со всеми, то, наверное, у него это получится. Но я думаю, надумается в конце концов. Посмотрим. Но, видите, печаль всех этих богачей, которые приходят к власти. Тот же этот фильм такой был, как его этот, Дик Чейни. Как он не был президентом, он был там премьер-министром или кто ли. Я уже забыл точно его должность. Но он тоже, как сказать, был связан с нефтяными этими организациями. При нем Буш эту войну развязал в Ираке. То есть там на самом деле не доказано было, что что там какое-то химическое или что. Я уже забыл детали. Ну, в общем, предлог нашли, чтобы этого. Саддама Хусейна они там, как сказать, нагнули. В общем, так. Такая вот история. То есть печально, когда вот такие богатые люди приходят к власти и, получается, ну, чисто ради своих интересов. Такая вот история. Ну, а Рашка просто, знаете, для меня еще, знаете, что интересно стало? Что либо Путин действительно такой идиот просто полный, да, который вот, как сказать, который верил, видимо, да, что он какой-то сильный, могучий или еще что-то. И он, видимо, это действительно его обида была. Он же все время говорит, кинули, надули, обманули. То есть он думал, как он какой-то лапоть, да. Он действительно вот представляет такой глубинный такой русский народ, да. Где-то наворовался, где-то там, как сказать, как вот рассказ был, как же там рассказ-то был, как эти русские оккупанты, когда к нам приходили в Бурятию, в Сибирь, ходили за золотом, и потом, когда возвращались из тайги, в грязные свои вонючие ноги, короче, шелк покупали, который очень дорогой, и вот эту грязную вонючую ногу делали портянку, одевали, еще что-то, все это пропивали, грязные такие ходили в кабаки, немытый, ну, зато в шелке таком, на грязную вонючую ногу, да, который там несколько месяцев. Ну, какой несколько, вообще никогда не мыли, наверное. И вот Путин, это вот олицетворение, это «Угрюм река», что ли, эта книга, я забыл, давно читал ее. Ну, вот этот момент я запомнил, что вот эта вот нога грязная, вонючая, вот так одевали, шелк этот, покупали шелк, дорогой же был вообще, и ходили в этом. Короче, получается, Путин вот как вот этот вот где-то наворовал золото, да, наших ресурсов всех своровал, и хочет к джентльменам, да, вот, как сказать, к высшему обществу сесть, и не знает ни, как сказать, приличия, ничего, садится вот такой грязный, весь облеванный, борода вся в каком-то там, не знаю, тоже в блевотине, и думает, что с ним будут на равных общаться. А кто будет с вот этим вот гопником, который из какой-то там подворотни вылез, со своим, как сказать, уголовным жаргоном, да, он что думает, реально с ним будут вот эти вот, как сказать, элита мировая общаться, что ли? Конечно, они никто не хочет, и он из-за этого обижается, ходит, ой, надули, кинули, но зато как только Трамп немножко так пальчиком, этим мизинцем, да, ему типа намекнул, он сразу там, ой, бери мои ресурсы, все, что хочешь, делай, да, там, хочешь, я тебе сам отдамся даже там. Такая вот история получается. Такие вот дела. И при этом всем, понимаете,
100 лет эта пропаганда ведет, что Америка якобы там, как ее, враг или еще что-то, хочет захватить ресурсы. И тут Путин все это сам говорит. И это ватники, знаете, как реагируют? Я вот сегодня тоже смотрел одного из чат-рулетки. Он говорит, вот наш дядя Вова с дядей Дональдом, он уже дядя стал Дональд. 100 лет были враги, а тут уже дядя Дональд стал. Дядя Дональд. Сейчас вместе там они будут с Украиной воевать или еще что-то такое, короче. То есть это насколько, знаете, насколько народ, ну, либо идиоты, либо бараны, ну, видимо, действительно так оно и есть, насколько быстро они умеют переобуваться. То есть вот то они ненавидели Трампа, да, там Байдена, который там по подъездам сыт ходит, да, или еще что-то делает, да, то вдруг они сразу, вот дядя Дональд стал, да, с дядей Вовой там вместе что-то порешают. Ну, порешают они, конечно. До распада все-таки Рашку доведут. Ну, в этом плане действительно можно Трампу будет тогда поставить памятник. Там, ну, не в центре, конечно, где-нибудь там, хоть то бы и поставим памятник Трампу, маленький такой, небольшой. Ну, посмотрим. Такие. Или в Архиреке где-нибудь там поставим. Самым последним этом, на улице, в самом последнем доме где-нибудь там небольшой. Такие вот дела. И да, видите, получается, в этом плане мы, получается, все наши народы коренные, мы являемся заложниками, к сожалению, всей этой ситуации, того, что американцы на самом деле всеми силами пытаются спасти Рашку от распада, от поражения в этой войне, не поставляют вооружение, нормально не дают, получается, не дают бить вглубь Рашки, хотя, конечно, Украина все-таки бьет. Я так думаю, они еще, видимо, скорее всего, не дают добро на то, чтобы украинцы свою собственную делали, как сказать, вооружение и так далее. Ну, и еще смотрите, именно же американцы, то, что даже этот раскаялся, как его там, кто во времена Ельцина был президентом-то? Еще у него там этот, с Моникой Левински случился этот. Ну, вы поняли, короче, этот американский президент. Он же раскаялся, то, что у Украины забрал ядерное оружие. Но я такое мнение слышал, что если бы даже Украина ядерное оружие не забрала, на нее бы наложили санкции, ну, вынудили бы все равно, экономически выкрутили. То есть там достаточно было боеголовок, и именно Америка же вместе с Рашкой надавили этот Будапештский этот меморандум подписать, чтобы Украина отдала свое вооружение и так далее. А так бы этой войны бы не было, конечно, если все это было вооружение нормально и так далее. Именно Украина же разоружилась. Ну, вот как видим, зря. Так что то, что сейчас Америка делает, творит, ну, видите, он ли бизнес, как говорится. Бизнес и ничего личного. Такие дела. Поэтому нашим народам всем надо просто понимать, какая ситуация, как все это на самом деле происходит, что вообще происходит, делать выводы. Понимаете, никаких добрых дядь в мире нету, это все сказки про то, что кто-то придет, у всех свои экономические интересы, у Рашки в первую очередь по отношению к нам, потому что без наших ресурсов это будет просто... Представляете, этот народ, который, как сказать, за все свое время ничего не производил путного, ни науки, ни образования, ни культуры, по сути, ничего нет. Глубоко отсталый народ, который без ресурсов вообще миру просто будет неинтересен совершенно. Вот вы, ну давайте без обид, ну какую-нибудь Африку там или еще что-нибудь, да. Кому она вообще интересна? Ну, если там ресурсов не будет, да. Ну, я не знаю. Ну, какие-нибудь такие страны. Кому они будут интересны без ресурсов? Хотя, конечно, есть пример Южной Кореи, допустим, там, или Японии. Но, согласитесь, где Южная Корея и где Рашка, да, без ресурсов? Вряд ли. Просто, понимаете, все-таки это азиатский менталитет, трудолюбие, конфуцианство и так далее. То есть
Русские, я считаю, ну, посмотрим, конечно, может, и смогут, но... Ну, надо, короче, просто побывать в Южной Корее, чтобы понять менталитет. Это действительно трудяги, у них менталитет так выстроен именно на труде, на созидании, на уважении, на такой иерархии, ну, не такой, как, знаете, как вот через силу избивать, да, там, что ты не делаешь, там, ОМОН, там, Росгвардия приехала, и все, и там уничтожает тебя, там, да, там, на бутылку садит или еще что-то, швабру запихивает. Нет, здесь уже люди сами сознательно, и, соответственно, как бы сказать, руководитель организации, он тоже ценит твой труд, и как бы и оплачивает хорошо, достойно и так далее. Ну, то есть вот как-то здесь так принято у этих людей, такая другая культура. Ну и они, ну вот вы видели, наверное, тоже тот раз я там возле магазина тусовался. То есть здесь нет такого, что, знаете, вот как в Рашке, да, если ты, как это сказать, ну сидишь там, да, ну вообще можно возле магазина сидеть. Э, Не так, что он типа, проваливай отсюда. А типа наоборот позвал внутрь, посиди там, погрейся, там просто внутри тоже, ну ематы эти, GS, они так сделаны, что ну, где пространства хватает, внутри у них тоже есть столики, где можно посидеть, там, чай попить, кофе попить, этот рамен заварить. Там все для этого есть. Кипяток, там, вот это вот все. Микроволновка есть. Ну, и внутри тоже можно посидеть, когда, как сказать, тепло получается. Вот так вот. Такие дела. Ну, вот я вот там сидел, и не было, как сказать, никаких этих претензий ко мне. Такие вот дела. О, блин, час ночи уже, что ли? Сейчас еще немножко. Поэтому, видите, поэтому, конечно, Рашка и держится за все наши ресурсы, то чтобы... Конечно, они врут нам в наглую, что вот якобы там... Ну, мы же сейчас это видим. Америка якобы там вторгнется, заберет наши ресурсы. Но на самом-то деле это именно они вторглись и забрали все наши ресурсы и качают их. Ну, я не знаю, знаете, почему нельзя было вообще по-человечески все это организовать? То есть, знаете, вот, ну, это же сам поддерживает же народ вот такого, знаете, вторгнуться просто, тупо качать, воровать. Все же устроено в Рашке, на самом деле, во все времена именно на воровстве и на грабеже. То есть воровать, покупать, причем это ворует, ну как сказать, в зависимости от иерархии, все построено, то есть на воровстве на самом деле. Даже вот эти сказки всякие с Иваном Дураком или еще что-то, который, как сказать, ничего не делал там или на печи валялся, пошел там что-то, типа, что-то надыбал, короче, да, как-то так. Почему нельзя было ресурс, ну, как Норвегия, допустим, да, ну, действительно, раз уж они провозглашали там про дружбу народов или еще что-то, ну, как-то сделать нормально, как бы использовать наши ресурсы, как-то так и нам какой-то процент откидывать, да, и использовать во благо там для страны, для народа, для мира вообще. Нет, надо, знаете, вот именно воровать по дешевке, продавать за границей где-то для своей всей родни там покупать всякие дворцы, яхты. И еще при этом, знаете, как сказать, когда вот уже видно, что скоро все, цветная революция будет, да, скоро уже народ все восстанет, взбунтуется, ну просто всем надоело, ну как сказать, смотришь же, как за границей люди живут, знают, сколько ресурсов есть. Вместо этого развязывать войны, ну то есть все через жопу делать, то есть... Ну, если так хотелось сидеть и править этим. Ну, понимаете, у Путина, как сказать, как и у всех этих остальных правителей, они же не могут нормально к власти прийти в результате честных выборов. Им обязательно надо... Путин же еще начал с каких, с 90-х годов вот это все воровство-то на самом деле. То есть, как эта женщина-то была, которую убили в конце концов, которая про него статьи писала. Он еще в 90-х годах же там в Питере продавал эти все цветные металлы. То есть там в обмен на продукты питания отправляли эти цветные металлы, и в конце концов металлы-то ушли, а продукции никакой в Питер не пришло, и они это... Зато эти всякие дворцы там появились у Путина и так далее, все этой компашки, кооператива «Озеро». И знаете, и как вот это вот
понимаете, быдло подумало, что, что эти люди, у них есть какие-то интересы, кроме вот своих дворцов, аквадискотеки и так далее. Вдруг возомнили. Это, понимаете, они тоже надавили же на какую-то там эрогенную зону, да, вот, на то, что вот якобы они там какие-то такие, это, как сказать, великий народ, что-то там, как сказать, как будто бы что-то хорошее они делали для наших всех оккупированных народов, как будто они с какой-то пользой, как будто бы они не как американцы там нападали и уничтожали индейцев или еще что-то, как будто они чем-то отличались там. Хотя на самом деле эта русская оккупация намного хуже, страшнее была, чем американская и так далее. Поэтому... поэтому... Как сказать-то? Я все-таки не верю в то, что Рашка все-таки в конце концов устоит, потому что сама экономическая ситуация все равно она требует на самом деле реформ. Но чтобы реформы начать, понимаете, это все равно надо отворачивать гайки, а оно все это уже не устоит. Это такое нагромождение вранья всего, то есть тут уже, понимаете, это невозможно будет всю эту конструкцию удержать, как-то там придумать, и она в конце концов рухнет. Типа с оттепели начнется, в конце концов все рухнет. И они, конечно, боятся того, что им придется отвечать за все деяния, за развязывание войны, за воровство, за то, что они Конституцию нарушили. И вообще, все это же тянется-то еще из 90-х, с 80-х. То есть вот эти все люди, которые сейчас у власти, что в нашей элите, да, бурятской, недоэлите, что в русской элите, все это преступники на самом деле, все связанные с ОПГ и так далее. И они, конечно, боятся. А эти, кто региональные, вот эти все ФСБшники, менты на высоких чинах, они же тоже все замазаны. Поэтому все боятся ответственности. Им-то уже хода нет назад. И они, конечно, вся эта недоэлита, вся замазанная во всех криминальных делах, она, конечно, вперед народ пускает. А эти бараны и радуются. Вот мы воюем с НАТО в Украине, да, вот там. Что они только сейчас не придумают, какие конструкции. С НАТО они воюют. Вон уже США, это, как сказать, все, Путин уже заявил, с США будем пускай США приходит, все ресурсы опять берет вместо Китая. Потому что Китай вообще уже ничего не платит и уже ничего не хочет. Ему все хватило. Такие вот дела. На самом деле, просто Рашки последние деньки приходят. На самом деле, видите, из-за вот такого вот дурацкого просто отношения к своему собственному народу, к самим себе, и из-за того, что из этого постоянного вранья, в конце концов, Рашка, она и разваливается потихоньку. То есть они просто погрязли все во лжи, в коррупции, в вранье, в лицемерии. И все это, не может же оно вечно так продолжаться. То есть эта русская империя развалилась. Потом попытались все это собрать якобы под какой-то благой там идеей, да. Но в конце концов ничего хорошего не смогли сделать с этим коммунизмом. Получается, вместо этого, что они там подряд проводили, сколько геноцидов, да, вот эта коллективизация, продразверстка, всю эту херню проводили, сколько народу уничтожили. То есть, это по большому счету какие-то сатанисты, если уж так взять. Культ-то действительно там, это пятиконечная звезда, эти всякие там какие-то мавзолеи. Это же тоже какая-то пирамида, там, не знаю. Если так взять, это все оккультизм какой-то, вся эта советская вся эта херня-то. Плюс они еще уничтожали до этого существующие религии, хотя эти религии тоже, по большому счету, что для хорошего для людей сделали, все эти крестовые походы и так далее. Не знаю, конечно, как на самом деле все сложится, но все-таки 21 век, пора бы нам уже действительно людям перестать в всяком этом религиозном экстазе жить, еще в каком-то экстазе, просто уже как-то нормально жить, нормально получать образование и пытаться не враждовать, не воевать. Но нам, видите, мы же не можем, наши народы не такие многочисленные, чтобы мы могли как сказать, образование там, всю Россию там образовывать. Мы это просто не сможем. Нам куда легче просто взять
провозгласить независимость, выстроить хорошую оборону вокруг наших республик, объединиться между собой, и все, и уже врага не подпускать к себе, оккупантов не подпускать. И уже самим развиваться. Не факт, что мы будем именно, как сказать, на ресурсную иглу садиться очень опасно, потому что, ну, можно просто так же, как Рашка, скатиться в то же самое. Диктатура, распродажа ресурсов, элита себе покупает за рубежом всякие дворцы и так далее. Ну, то же самое, что и путинский режим, и вообще то, что и... То же самое, короче, Туркменистан, короче, или еще что-то. Это очень опасно, конечно. Риск большой. Но учитывая то, что у нас, в каком состоянии наши народы сейчас находятся, насколько они подвержены пропаганде, насколько у нас все институты и вообще демократические, общественные убиты, и они в таком находятся угнетенном состоянии, то это риск очень большой. Поэтому, конечно, надо как-то пытаться образовывать, вот этим вот всем заниматься. Такие вот дела. Зену ходут. Что, буду я читать комментарии, что ли? Что-то сегодня у меня аншлаг прямо. Ладно. Это хорошо. Бурятия — это не Рашка, не любишь ты свою родину. Бурятия, конечно, не Рашка. Все русские бегут в Америку. Ни одного американца у нас нет, думайте. Ты что предложишь? Ну, мы, все наши народы, объявляем независимость, потому что мы устали от геноцида, от того, что разворовывают наши ресурсы. В конце концов, видите, русский народ-то потом возьмет и уедет. Они сейчас уже уезжают, многие из Бурятии. Вернуться к себе там домой. А нам-то куда возвращаться? Мы же не поедем никуда на запад, куда-то там, Россия или еще что-то. Это не наша земля. То есть мы не сможем туда уехать. Просто это получается выжженная земля какая-то. Нам просто надо остановить русский мир, на самом деле, на наших территориях, пока они, ну, как сказать. Ну, видите, кто-то с этой целью внедрил в эту как идеологию русский мир. Я не имею в виду, что это мир русских людей, а как политическую какую-то идеологию. Ну, получается, разграбление, уничтожение, опустошение земель, да. Ну, и это все происходит на самом деле. Поэтому, ну, как и Китай, наверное, тоже, да. Схожи чем-то китайцы и русские, на самом деле. Ну, китайцы, по-моему, сейчас уже начали задумываться о своих ресурсах. Ну, как и американцы когда-то. Когда они там, сколько они тоже там своих ресурсов-то уничтожили. Бизонов чуть ли всех не убили. Да и европейцы тоже. Заметьте, вот монголы этим никогда не страдали. Почему, кстати, одна из причин была, почему монголы никак не могли остановиться, когда шли, ну, как сказать, своим походом завоевательным. Просто слишком большие стада были этих лошадей. Там уже, получается, у каждого была своя лошадь и еще две, ну, на которые можно было перепрыгнуть. И все в округе, как бы, лошади все съедали. Поэтому не могли долго на одном месте стоять, то есть надо было все время двигаться, и поэтому, получается, такая жесткая экспансия происходила, на самом деле. Ну, одна из причин, конечно. Расскажи про сценарий обретения независимости Бурятии от лучших к худшим, в каких территориях. Ну, видите, то, что сейчас мы уже точно знаем, надо учитывать фактор Америки теперь. То, что Америка... Мне, кстати, давно говорили, что Америка все эти дела еще год назад или полтора назад вообще не поддерживают вот эти все дела. То есть почему они там в Америке все там, в основном наши, кто есть, они там про ЛГБТ что-то там, про еще что-то, ну, на все, что... Почему Фри Бурятия, вот она никогда не выступала за независимость. И все остальные, кто в Америке находится, организации, они же так тихонечко, да, там пытаются сильно не говорить про независимость. Ну, так, типа, да, типа, хотим, хотелось бы когда-нибудь, но, типа, мы ничего не можем, типа, сделать. Ну, так чисто, да, как бы сказать. Ну, потому что американское правительство-то в этом не заинтересовано, поэтому надо учитывать сейчас, надо заново на все это, весь расклад взять. Ну, как бы и так понятно было, но сейчас это уже совершенно очевидно стало.
учитывать фактор, все-таки самая главная страна в мире, самая мощная страна с экономикой самой мощной, с самой сильной армией, не хочет распада США. Ну, понимаете, мы что можем сделать в этой ситуации? Но когда он, как сказать, будет неизбежен, когда они сами поймут уже, американцы, что, ну вот, как сказать, они просто, понимаете, тоже всей информацией не обладают же, они же не понимают. То есть для них это дикость, то, что вот, как сказать, как Рашка живет в таком, как сказать, до сих пор в крепостном праве. Они просто не понимают, что такое вообще крепостное право. Для них, как сказать, им кажется, что там сам народ вот так вот хочет жить в Рашке, что вот им там Путин нравится. Ну, хотя он на самом деле им действительно нравится. Но им еще кажется, что вот все наши народы тоже так хотят жить, якобы им нравится в оккупации жить, типа, о, зашибись, наши все ресурсы вывозятся, наш народ уничтожается, в нищете держится, типа, о, классно, да, там, типа, о, респект, да, типа. Ну, нет, конечно, поэтому... Ну, и еще то, что настолько из-за того, что нет ни свободы слова, сменяемости власти, и все институты гражданские, все это уничтожено, то есть сама-то страна все равно деградирует, плюс экономический кризис, у них всей этой информации нет, поэтому Рашка все равно сама изнутри сама себя уничтожит и развалится, и они ничего не смогут сделать. Они будут пытаться только смягчить, наверное, как-то или еще что-то. То есть фактор Америки надо учитывать, то, что они заинтересованы в том, что Рашка не должна распасться, они будут пытаться. Они же тоже, помните, когда распадалось-то, возили целыми этими самолетами доллары в Рашку, лишь бы, как сказать, она полностью вся не развалилась. То есть у Ельцина же, как сказать, задача была прямо, чтобы сама-то Рашка не развалилась. Поэтому... А то, что они, конечно, врут про то, что вот ядерное оружие попадет не в те руки и так далее. Ну, все дело-то на самом деле в ресурсах. Такие вот дела. Россия уже 8 деревень захватила за 3 года. Так, а что у меня эти мои куда-то улетают? Комментарии. Было же больше. Разумный, искренний парень. Барла. Россия, Гель, Арада, Рустурк. Не понял. Так. Вспоминаешь фильм, поставленный в советское время, где мужик сдурел от золота и ошалевший намотал шелк на ноги, не суди по персонажу придуманному. Это не советский фильм, это же... Так, кто «Угрюм реку» написал? Короче, я вспомню к следующему стриму. Так. Советский фильм, блин. Когда реально американский народ был нам врагами? Ну, на самом деле, никогда. Потому что они сколько раз спасали. Ножки Буша присылали. Когда там Максим Горький письмо писал, тоже помогали. Как сказать, ну, когда там этот голод-то был в Рашке. Ну, все время, сколько? Только за 100 лет 6 раз спасали. Ну, плюс, считай, войну в Украине. В 23-м году они же остановили, когда Украина поперла вперед. То есть, понимаете, они, как сказать, из-за вот этого дурака Путина, который войну развязал, ну, у Путина тоже, как сказать, понимаете, тут так получилось, что Америка бы и рада была, чтобы все так продолжалось, но вот этого, как сказать, дурака, этого Путина готовы были терпеть. Но, понимаете, сам народ-то уже все-таки, какой бы он ни был крепостной и так далее, но все равно, ну, какая-то часть все-таки уже более-менее нормальная стала. В Рашке что-то хотела более-менее жизни какой-то нормальной. И начались какие-то все равно там волнения, протесты. Тот же самый Хабаровск, Куштау, да, там, то есть, ну, вот оно начало везде полыхать, на самом деле, потихонечку, да. И тоже даже в ковид вот это вот все. И поэтому, ну, во-первых, мне кажется, вот эти все Навальные, это все была ручная такая оппозиция для слива. То есть они еще демонстрировали, как надо себя, типа, вести, типа, ходить с шариками там. Кто еще там прикололся-то, типа, шарики себе в жопу запихают и там будут ходить, а в небо фонарики в задницу запихают и будут фонариками в небо светить, бороться с режимом путинским. Кто-то такое сказал, я уже забыл автора, но это прикольно было. Ну вот действительно, вот такая вот оппозиция, которая может только шариками ходить и фонарики себе в задницу запихать, и в небо светить, и будет таким образом бороться. Вот мы против Путина. Он там просто угорал, мне кажется, когда они
Ну, это они сами придумали, наверное, типа, так, сидят в Кремле такие, да, сидят ФСБшники. Так, Навальный, короче, давай вот такую тему сделаем. Пусть они с фонариками ходят и в небо светят. И такие угорают. И вот так вот реально получалось. Ну, просто тупее. Ну, либо, знаете, вот эта оппозиция реально настолько они тупые вообще, эти хорошие русские, что больше ничего не могут придумать. Что вот скажет, то истина на сегодня. Ну да. Бедоночь инопланетяне. Говорили, что Зеленский клоун, а нет, оказалось, что все руководители стран такие же. Ну, на самом деле, знаете, я вообще вот в шоке от того, насколько у него рейтинг поднялся и насколько он действительно мужиком оказался. Смотрите, он... Вообще, кто был Зеленский-то, да? Ну, действительно, это был, во-первых, это, ну, хороший юморист был, да, лидер, получается, команды, бизнесмен. То есть вот этот 95-й квартал очень удачный. Стал президентом Украины. Но он же не стал президентом такой какой-то мощной прямо страны. Ну, типа там, не знаю, Великобритании, ну, по весу, да. А сейчас, посмотрите, когда вот эта война началась, и когда он поехал в овальный кабинет особенно, насколько просто его рейтинг вырос, насколько вообще его в Америке люди узнали, во всем мире узнали, что вот есть такой суровый президент, который на место поставил президента Америки, прикиньте. Приехал еще без костюма, приехал и просто поставил его, получается, как сказать... Ну, по носу щелкнул, получается, на самом деле, Трампа. А Трамп с этим Венсом как два придурка выглядели реально. Вот так весь мир вот это все увидел. И представьте, как рейтинг просто у Зеленского вырос. Кто бы знал до этого, да? Там Европа, весь остальной мир, вообще все. Ну, Америку, понятно, все знают. Президента американского все знают. Актеров Голливуд все знают. Все. В любой точке мира все знают Америку. Где Украина? Кто ее знал раньше? Кто знал Зеленского? Кто знал вот эту войну всю? И то, что Трамп сам, ну, насколько надо, ну, как сказать, он же вроде шоумен, с одной стороны. Неужели он это все не мог рассчитать? То есть он все наоборот сделал. Ну, он еще, знаете, я же видел видео, где Трамп участвовал в этом. Есть же эти рестлеры, да, ну, где вот понарошку как будто бы дерутся, где этот Дуэйн Скала Джонсон вот это вот участвовал. Ну, то есть они там как будто бы так месят друг друга. Он же там еще каким-то промоутером был или еще что-то. Ну, то есть Трамп, мне кажется, как шоумен, вообще другой результат, видимо, хотел получить, но получилось, как получилось в итоге. То есть он, понимаете, как... Ну, может быть, это, конечно, была многоходовочка Трампа, то есть он так, типа, как сказать, надо мне как-то поднять рейтинг Зеленскому, как-то так хитро все сделать, а давай-ка я, типа, пожертвую своей репутацией и подниму репутацию Зеленскому. И типа, о, давай, крутая идея, и все. И поставлю еще Путина в таком невыгодном, как сказать, виде. Типа, Путин без базара все там согласился, все свои ресурсы отдать, а вот Зеленский, типа, нет, сказал. Америке отказал. Получается так. В итоге так вышло все. Ну, такие вот дела. Клинтон, да, Билл Клинтон, на самом деле. Билл Клинтон был этот президент Америки, который сейчас попросил прощения у украинцев, у всего мира за то, что разоружил Украину. Так. Не обижайте ботов, они и так убогие. Каждые 50 лет боеголовки нужно менять, как раз уже бы были непригодны вот такие дела, было бы это ЯО или нет. Боты, давайте навалитесь. Россия великая держава, с которой вы должны считаться.
Да, мы видим, как Китай с ней считается, как Европа считается, как Украина считается особенно, да, то, что бомбит просто вообще. Каждый раз одни и те же НПЗ бомбит, и там, знаете, этот Медведев или еще кто-то выступает. Это недопустимо, недопустимо, да, это как последнее китайское предупреждение. И бомбы все равно прилетают, эти дроны, и бомбят эти НПЗ, и все там. Это недопустимо, да, он там, как сказать, проснется такой с этого, как сказать, с глубокого такого похмелья, там, этот Медведев, да, там что-то побухтит, и потом водки опять ему нальют. Нет, боярышника, наверное, он боярышника набухается опять. И все, и опять там в этот, какого, просто в коматоз такой алкогольный, и все, и там спит. Молодец, правильно. Сказы все точно сказал, поддерживаю, умница, Казахстан. Байрла. Скажи, что твой народ... Спасибо, скажи, что твой народ благодаря России, русским, не африканской племени. Сколько наших народов населения уничтожили, это ужас на самом деле. И сколько саха, сколько вообще всех наших коренных народов русские уничтожили, это... Какое спасибо, это на самом деле мы памятники будем ставить жертвам оккупации, репрессий. Просто, понимаете, если честно, ну это даже тяжело об этом говорить, то, какую мы оккупацию, какой геноцид наш народ пережил. Ну, это страшно на самом деле. Это просто, понимаете, адекватные русские люди, они бы, которые знают правду. Та же, допустим, Политковская, она же за Чечню была, она же рассказывала все это, которые застрелили ее в собственном подъезде. Я вот, знаете, вот одна есть, конечно, такая достойная, как сказать, черта у русского народа, да, но в то же время она какая-то на грани какого-то фанатизма, я вот это не понимаю. Зачем она, Политковская, жила в России? Ей же говорили, уезжай там, уезжай за границу, живи там, будешь в безопасности. Но что она, что этот, как его, ФСБшник-то этот, который потом признал, ну, рассказал, к сожалению, опять фамилию забыл. Ну, он-то, ладно, еще уехал в Лондон, мы все равно траванули. Но Политковская, это, конечно, конкретная женщина была, и в конце концов в подъезде ее застрелили. Такие дела. Ну, вот это, мне кажется, все-таки такая христианская какая-то мораль, что ли, есть. Это, видимо, вот на такие прямо жертвы идти. Но по большому счету, видите, она не добилась, наверное, своей цели. Но, с другой стороны, раз мы о ней все до сих пор говорим, вспоминаем ее, то, наверное, все-таки она это сделала. Мощная, конечно, была женщина, и все это раскрывало правду. Но, к сожалению, видите, народ ее не послушал, все боялись. И вот, ну, конечно, ее жертва все-таки не напрасная была. Мощный человек, на самом деле. Если серьезно, то надо признать, идет деградация населения так называемой Российской Федерации. Что там? Почему-то у меня эти пропадает вообще. То ли много их, то ли что. Не успеваю прочитать комментарии, они улетают куда-то. Наговорил себе на статью. Давно наговорил. Но как сказать-то вам, видите? Вражки, все перевернуто. То есть нет никакой свободы слова. То есть если бы, ну, как сказать, был бы уровень демократии, как в нормальных странах, я бы мог спокойно там сидеть, и никто бы мне ничего не говорил. Потому что я, ну, ничего такого же я не говорю, что не является правдой, и за что можно применить там уголовную статью. То есть это просто вражки, все это, ну, там фашистский режим просто установлен, да и все. Просто всем малым народам надо объединяться, при этом не забывая своих корней, уважая других. Ну да. Давно в колонии. Так, ну ладно. Наверное, буду я заканчивать, потому что у меня уже руки все замерзли, и надо ехать мне. Зану худут байрла, комментарий башты лаки-то викты, зану худут, подписка ты, зану худут, тахинул затра байрте. О, это кто, гуси или кто?